Ну, мое мнение, о Бесланском теракте можно много говорить. Говорить о причинах. В первую очередь надо говорить и о том, как это могло случиться и кто в этом виноват. Ну, первое, я на что бы обратил внимание, это на сегодняшний день уже, судя, исходя из материалов уголовных дел по обвинению Кулаева и по основному делу, то, что нам известно было. Сегодня можно сказать, что этот теракт можно было предотвратить. Из чего мы исходим? Дело в том, что уже в июле-августе 2004 года руководство Республики Осетия, руководство правоохранительных органов получало очень много указаний, телеграмм, спецуказаний, в которых предписывалось обратить внимание на то, что опасность или возможность совершения теракта в Осетии возрастает и становится реальной. Причем эти указания отличались тем, что они не просто были голословны, в которых предписывалось принять необходимые меры вот в такой общей форме. Они носили иногда даже конкретный характер. Какого типа? Что в связи с ростом опасности совершения теракта, я извиняюсь, я скоро буду. Предписывалось, в частности, принять меры к охране, скажем, административных границ с соседями с востока, принять меры к охране зданий, где возможно массовое скопление людей, в частности, школ, организаций, предприятий, принять меры к усилению служб необходимых правоохранительных и так далее. Таких указаний было много, они носили конкретный характер. И если бы вот эти указания были выполнены, то у меня, например, сложилось абсолютно твердое убеждение в том, что этот теракт можно было предотвратить. Это первое. Это я в общей форме говорю. Это не только мое мнение. Парламентская комиссия Федерального собрания, во главе которой был Торшин, она сама по неосторожности, наверное, делает аналогичные выводы, что если бы все указания, которые имели место, которые поступали со стороны ФСБ России, МВД России, местными правоохранителями выполнялись, то, они так деликатно говорят, то возможность совершения теракта значительно бы снизилась. Я с этим не только согласен, но считаю, что вообще возможно было предотвратить этот теракт, если бы были приняты необходимые меры, и если бы не было лжи у руководства, в частности, республики. Я могу это смело сказать. Почему я из этого исхожу? Вплоть до 1 сентября подобные указания поступали в адрес руководства республики, руководства МВД и ФСБ Осетии. И наше руководство понимало, что эта опасность является реальной и что возможно принять меры по предупреждению проникновения террористов. Это было в газете «Северная Осетия» за 24 августа была статья, в которой признали, что да, возможность совершения теракта реальная, что это серьезная угроза, что нужно принять необходимые меры. И в ней же отмечалось, что на заседании антитеррористической комиссии 23 августа приняты необходимые меры. Указывалось, что приняты меры к охране школ, приняты меры к охране границ, разработан специальный план взаимодействия всех структур, которые должны заниматься безопасностью людей.
что, скажем, в органы МВД принято 125 специалистов по антитеррору. Короче говоря, эта информация свидетельствовала о том, что народ может не беспокоиться, мы здесь, все необходимые меры приняты. Но когда во время процесса над Кулаевым мы по нашему ходатайству суд запросил все вот эти материалы, которые бы подтверждали готовность к тому времени, к нейтрализации возможного проникновения террористов, то оказалось, что ничего сделано вообще не было. Дали короткий ответ, что вот тогда-то была организована антитеррористическая комиссия, в которой там работало 9 человек, потом еще сколько-то человек. Ни о мерах, ни о специалистах по антитеррору, ни специального плана, ничего этого сделано не было. Вот я считаю, что это основная причина того, что террористы спокойно абсолютно, без каких-то заминок проникли и захватили огромную школу. Ну, приведу конкретный пример. Через правобережный район там шла интенсивная, как ее назвать, торговля или переброска горюче-смазочных материалов из Ингушетии, из Чечни, вот по территории. И там использовали проселочные дороги. Наши местные правоохранители, милиционеры, они перекрывали эти дороги. Как? Выроют канавы, те заинтересованные закопают. Видимо, и с нашей стороны были люди, заинтересованные в том, чтобы эти горюче-смазочные материалы проходили. Вот шла такая мелкая борьба с теми, кто копал канавы, и те, кто их зарывал и провозил. И руководство правобережного УВД, это в суде они говорили, мы, говорит, поставили вопрос перед Министерством внутренних дел о том, чтобы в 58-й армии взяли траншеекопатель военный, который огромный ров копает, который не так легко закопать. Они этот вопрос поставили, но им ответили, что не нашлось 800 тысяч рублей для того, чтобы этот траншеекопатель получить и вырыть этот ров. Ну, что тут комментировать? Во-первых, можно было, наверное, при желании на этом уровне договориться с руководством 58-й армии, что вообще, наверное, без денег помогли. И в конце концов нашли бы эти 800 тысяч, которые некоторые чиновники зарабатывали за день, за два. Вот простой пример этой банальности. Я, например, убежден, если бы вместо террористов где-то от Зильи, от Ильхотова шла машина с левой водкой в 1000 бутылок, то эту машину, ей бы не дали проехать 10-15 километров, ее бы остановили. Я это коротко говорю, но хочу еще раз подчеркнуть, что вот это, видимо, наши чиновники рассчитывали, ну, опасность, ну, может быть, не быть. Они рассчитывали на авось. Уж слишком серьезно, когда говорят, к вам террорист приедет, а может не приедет. Ну и второе, Торшин отмечает, что именно беспечность, вот это слово он применяет, беспечность правоохранителей наших и руководства республики во многом способствовала тому, что террористы без всякой свободно проникли на территорию Осетии и захватили школу. Вот это что касается захвата школы. Я бы выделил второй вопрос, очень важный. Ну, я не буду говорить о применении танков, огнеметов. Это абсолютно, я считаю, маразм со стороны тех, кто это делал. Никакой необходимости в этом не было, во-первых. А самое страшное, это создавало опасности для заложников. Но на что бы я хотел обратить внимание? Все люди, которые даже не занимались изучением проблемы Бесланского теракта, слышали 1 сентября, 2 сентября, 3 сентября о том, что после захвата школы так называемый оперативный штаб принял решение не штурмовать школу. И с этим были согласны и противились этому все
жители, которые все время, можно сказать, эти 3 дня жили около этой школы. То есть штурм исключался. Тогда возникает вопрос, а что же должен был делать штаб, каким методом он собирался освобождать заложников? Тут 2 варианта, да? Или силовой вариант, штурм школы, он был отвергнут сразу. И второй вариант, какой может быть второй вариант? Наверное, переговоры. Третьего не дано. Нет, третий вариант есть такой. Ничего вообще не делать, оставить все, ну, как получится. Вот что касается переговоров. Обратите внимание, нам с первого дня говорили, связи с террористами нет, они не выходят на связь. Заложников 354 всего. Заложники могут, и дети, и взрослые, свободно могут выдержать 7-8 суток, это Рошаль нам говорил. Вот. Значит, на переговоры террористы не идут, требований у них никаких нет. Сегодня известно, что это была абсолютная ложь. Но что страшного? Значит, второй вариант, переговорный, по существу тоже отвергался. И был отвергнут. Вот что страшно. Потому что в ночь на 2 сентября оперативный штаб принял решение не пускать на переговоры Засохова, Зязикова, Аслаханова и Рошаля. А террористы, это тоже, я беру из доклада Торшина, а террористы требовали на переговоры только этих 4. Причем привожу вам слова переговорщиков Зангионова и Рошаля. Как только наши переговорщики начинали говорить с террористами о чем-то и начинали выражать свое отношение к заложникам, а их отношение выражалось в том, они просили принять воду, не убивать, принять лекарства, мы и вам поможем. Террористы их обрывали и матом заканчивали. Нет, только эти 4. Значит, какой был выход? Вот представьте себе, они просят 4 на переговоры не идут. Но самое страшное в том, что все лгали о том, что на переговоры не идут, требований у них нет, переговоры они вести не хотят, а сами принимают решение не пускать на переговоры этих 4 ввиду опасности для их жизни. Ведь никто не сказал людям, этим десяткам тысяч людей, которые переживали за своих родных, которые готовы были на все для того, чтобы спасти детей и своих родных, они были готовы на все. Им не сказали ни число заложников, им не сказали откровенно о требованиях террористов, им не сказали о том, что они приняли решение не пускать на эти переговоры этих 4. Значит, к чему мы приходим? Силовой вариант был отвергнут, на переговоры тоже не пошли. Что же оставалось делать? И спрашивается, чем занимался оперативный штаб это время? Вот так вдуматься, какие меры принял оперативный штаб за эти 3 суток? Никаких мер к освобождению заложников принято не было. По существу переговоры и не состоялись по нашей вине. Был ли шанс свести хотя бы к минимуму потери, если бы эти 4 требуемые пошли на переговоры? А был ли другой вариант переговоров или другой вариант решений действий оперативного штаба, который бы снизил возможные потери? Не было ведь другого варианта. Террористы говорили 4 и больше никого. Если мы отказываемся от этого варианта, значит мы отказываемся вообще от переговоров. Значит мы к силовому варианту и не готовились 3 дня, и от переговоров отказались. Значит мы
бросили на произвол судьбы наших заложников. Я не говорю уже о многих деталях, ну как сказать, не хочу резко говорить, о тех попытках штаба обменять, скажем, детей, а их там 700-800 было, обменять детей на то же количество, на то же число, я извиняюсь, чиновников. Знаете, это кощунство какое-то. 4 чиновников, которых просят на переговоры, они не пускают, а людей, видимо, второго сорта чиновников на то же число детей они готовы отдать террористам. Что-то до меня это совсем не доходило. Ну, возникает вопрос. Мне, конечно, легко судить и говорить. Вот надо было пойти на переговоры. Я считаю, в этой ситуации надо было пойти на переговоры, потому что другого выхода не было. А могли убить этих 4? Я исключаю вариант, чтобы захватили 1200 заложников для того, чтобы заманить Засохова, Зязикова, Рошаля и Аслаханова и с ними расправиться. Они ведь Москва еще в свое время предупреждала, что возможен буденовский вариант захвата заложников. Вот он и высветился. И второе. Вы представьте себе, если бы 3 сентября или 2 сентября жителям Беслана, которые этим тысячам людей, которые были около школы, сказали бы откровенно, не врали, а сказали бы, там свыше 1000 заложников, просят на переговоры вот этих 4, есть у них определенные требования, но мы не пускаем этих 4 на переговоры. Вот давайте представим себе картину, они объявили, просят на переговоры 4, а мы этих 4 не пускаем на переговоры. Кто мы не пускаем? Кто? Ну, штаб, оперативный кто штаб. Какой штаб? Как Кто такой? управлял штабом? Штабом с первого... Управлял только он один. Нет, там были члены штаба, но я исхожу из прессы и исхожу из выводов следствия. С 1 числа до 2 до 14 часов 30 минут штаб возглавлял Засохов, а со 2 числа Андреев. Я не говорю о том, это разумно, неразумно, оправдано, когда штаб возглавляет генерал-майор Андреев, а в штаб входят генерал-полковник Паньков и другие. Я уже этот вопрос отбрасываю. Но представьте себе жителям, готовым отдать свои жизни ради спасения детей, сказали бы, что мы вот приняли решение не пускать на переговоры вот эту 4, потому что это для них опасно. А там 1000 людей. Как бы среагировали вот эти люди, жители? Не было бы больше штаба. Смели штаб. Да. Смели бы, конечно. Они бы смели штаб, или они бы на руках поднесли к школе вот этих 4 или сказали бы, идите на переговоры. Потому что другого выхода нет. Я понимаю, это может быть их расстреляли, может быть нет. Тут, как говорят, финти-финти, да? Может так. Но если ты президент республики, ты дал клятву своим людям защищать их, то, наверное, вот я бы на его месте пошел не потому, что я смелый, а потому что я чувствовал бы свой долг перед народом, который меня избрал. Раз другого выхода нет и надо идти, я бы пошел. И многие бы пошли. Вот это что касается моих соображений, наиболее таких важных. А вот Аушев, его же не звали? Аушев еще лишнее доказательство того, что надо было идти на переговоры. Ну, что тут говорить? Я извиняюсь, я кое-что читал, и мы знаем израильский опыт, мы знаем опыт других стран, ведь переговоры с террористами нельзя преподносить как возможность торга по политическим требованиям. Я не говорю, например, что надо было пойти на переговоры и торговаться. Выходить Чечне
из России или не выходить, их требования, да, в рублевой зоне их оставлять или не оставлять, заключенных там отпускать или не отпускать. Надо было вести переговоры, используя различные разумные методы для того, чтобы оттянуть время, для того, чтобы подготовиться к силовому варианту на всякий случай. Это должны были делать с 1 числа, а не просто заявлять, силового варианта не будет. Можно было сказать, успокоить людей, силового варианта не будет, но к нему готовиться обязаны были. Почему же тогда только 3-го утром, 3-го, а не 1-го, послали спецназовцев на отработку взаимодействия? Это что такое? И по 10 человек погибли. Почему? Потому что они сходу, без подготовки, не экипированные, своими телами бросились защищать людей. Вот такова моя оценка вот этих основных. Я о танках даже не считаю ненужным говорить, потому что это ничего разумного нет в их объяснениях о том, что из огнемета и танка они вели прицельную стрельбу по террористам. Вот я проанализировал... Да, прицельную стрельбу, да, абсурд. Ну как можно вести прицельную стрельбу из огнемета, который поражает живую силу на площади 50 квадратных метров минимум? Это что за прицельная? Это в глаз муравью стрелять из танка, что ли? Вот таких глупостей было много. Ну, самое страшное, это, конечно, вот эта ложь была. А вот про первый взрыв, вот расскажите. Про первый взрыв. Откровенно говоря, я и для себя не сделал определенного вывода, от чего же он произошел. Его могли взорвать террористы. Тогда возникает вопрос, а чего они ждали 3 суток? Если они приехали погибать... Может, устали, может, уже это предел был. Они что же были под наркотой? Ну, я вам свои соображения выскажу. Когда Аушев вышел, ну, сперва, первые 2,5 суток, это заложники говорят, террористы более или менее, ну, не могу сказать нормально, но терпимо относились к заложникам. Разрешали там ходить в туалет, даже сами иногда приносили воду. Разрешали... Аушева, да? Нет, до Аушева. До Аушева. Разрешали там носить воду и так далее. А когда вот пришел Аушев, я специально выяснял у заложников, как же повели себя террористы после того, как он ушел. И на мое удивление, этот же штрих отмечается и в докладе Торшина. И заложники говорили, что после того, как Аушев ушел, спустя где-то час или полтора террористы вели себя по-прежнему. В туалет давали ходить, там воду разрешали и так далее. А вот спустя час-полтора они в корне изменились и стали предельно жестко относиться к заложникам. Этот вывод делает и Торшин в докладе. Чем я могу это объяснить? Вот тогда террористы поняли, что шансов вести переговоры с кем-то у них нет. На переговоры не придут. Подождали, они думали как. С ним отпустили 26 человек. Аушев ему скажет, что можно вести переговоры, вот я живой вышел, и вы выйдете. Они прикинули, и поняли, что уже переговоров не будет. Значит, они обречены. Вот тогда вот началось. Причина взрыва я не знаю. Но даже работники милиции говорили, что первыми начали стрелять по школе наши, так будем говорить. Ну, в этом тоже нет никакой логики. Вот как они... почему? Во всей работе оперативного штаба не было логики. А логика была в том, что стреляли из танков. Они говорят, из танков мы стреляли после 18 часов, почему-то еще и после 21 часа. Для чего эти перерывы? Но я проанализировал доклад Торшина, где они там дают хронологию развития событий 3 числа. И вот после взрыва и до 17 часов Торшин дает хронологию. Там во столько-то наши проникли в спортзал,
во столько-то оттеснили террористов вглубь здания. В 17 часов, вот это важно, в 17 часов 15, по-моему, минут почтили память спецназовцев в зале погибших при освобождении заложников, почтили память. А в 18 часов по школе начали стрелять танк. Да, террористы были загнаны вглубь здания, они говорят, и тогда они свободно почтили память погибших, светлая им память спецназовцев. Возникает вопрос, а для чего же тогда в 18 часов начали стрелять из танковых огнеметов, по их версии? Вообще не было смысла. Можно же было вытерпеть и заставить террористов там же в глубине, в подвале, отсидеть сутки, двое-трое, взять их тепленькими, Да, применить даже газ усыпляющий и что Даже угодно. живых лучше. Да, живых, конечно. Но лучше не бывает. Но уж я не понимаю, для чего было. Да их можно было и так взять. Зачем танки стреляли? Танки. Ведь есть показания и работников милиции о том, что ведь заложники, неприятно это говорить, они, говорят, штабелями лежали там. И было трудно же понять, где живые были, где просто без сознания были, где слабые были. И применять огнеметы и танки в этой обстановке, я считаю, не было вообще никакой необходимости. А последствия что-то можете сказать? По следствию. Далее, Ну, когда... последствия я говорил, что я такого безобразного следствия в жизни не видел. Ну, приведу вам пример. В одном из постановлений от 3 декабря 2004 года следователь следственной группы прокуратуры тогда пишет, что 3 сентября во время штурма школы и освобождения заложников, вот это время у кого-то вызывает сомнение, какое это время? 13 часов, 15, 25 минут, 14 часов, да? 15 будет часов. Во время штурма школы и освобождения заложников там применялись танки, огнеметы, гранатометы. Но они вреда заложникам не причинили. Теперь нам прокуратура, это постановление не отмененное никем. Не отмененное никем. Значит, прокуратура сама сделала вывод, но тогда это было начало расследования. Они, видимо, не предвидели, к чему все придет и как надо себя вести. Откровенно вот этот факт признали. Теперь говорят, стреляли в 18 часов, в 21 час. Правы в этом постановлении пишут, но вреда заложникам эти выстрелы не причинили. Но самое интересное, а чем они обосновывают то, что вреда не причинили заложникам? Это очень интересно. Они приводят там показания солдат, которые были в окружении вокруг школы. Там в 3 ряда, по-моему, они были, в 3 кольца. Вот солдаты говорят, я стоял там, во столько заступил, во столько ушел с поста, слышал выстрелы, больше я ничего не видел. Ну, раз он ничего не видел, то и заложникам вреда не было причинено. Вот такая аргументация интересная. Ну, мы заявляли ходатайство по ходу следствия, когда я принимал участие в деле. И неоднократно, уже много лет, продлевались сроки следствия. Ну, они эти... Ведь следствие продлевается по мере необходимости проведения каких-то важных следственных действий для того, чтобы разобраться в обстоятельствах дел. Для этого продлевается. Ну, там такие надуманные основания, там, во-первых, многократно повторяется, передопросить этих, передопросить тех. Видимо, не умеют допрашивать 1-2 раза. Вот и все время передопрашивали заложников и свидетелей. Ну, например, где-то в 2009 году или 2010 даже, если мне память не изменяет, я читаю в постановлении о продлении сроков следствия, что следователям необходимо допросить солдат, которые прочесывали местность
в Ингушетии, в лесу, где базировались террористы перед тем, как поехать в Осетию. Солдат, которые прочесывали местность там в 2004 году. Их надо допросить в 2009 году по поводу вот Бесланского теракта. О чем их допрашивать? Времени нахождения. Но вопрос другой, а что же вы их не допросили раньше? И там вот таких надуманных причин очень много. Если бы, конечно, следствие вели как следует, если бы объективно и принципиально велось расследование, то они бы уже давно вскрыли от причины, о которых я говорю. Да, их по существу не отрицают, только не хотят называть вещи своими именами. Вот в докладе тоже написано: беспечность, халатность правоохранительных органов привели к тому, что захват заложников стал абсолютно свободным. Ну, что там еще говорить? Ну, под правоохранительными, под руководством правоохранительных органов, наверное, имеются в виду всегда конкретные люди, да? Не может же халатность быть со стороны воинской части, а, наверное, со стороны ее руководителей. И эти оценки Торшин дает. Ну, а вот виновных называть не хотят. Скажите, а оружие вот заразили сразу, они на себе или все-таки было в школе что-то? Я исключаю этот вариант. Что было в школе? Да, там такие разговоры были, там мальчик дает показания, что они затащили ящики, но там есть показания и другого рода, например, физрук школы, учителя многие, 1 сентября они пришли чуть ли не в 7 утра. Они заходили в свои классы, там оборудовали, физрук пришел где-то, если мне память не изменяет, часов в 6, и зарядку делал в спортзале, ничего такого не было. Да и какой умный террорист рискнет за несколько дней притащить туда эти снаряды, оружие будет возить. Достаточно было на себе перенести Да. всего. Но я исхожу из простого факта. Террористы-то приехали первого. Вот и спорят о том, их 32 было или 42. Я не вдавался в этот вопрос. Для меня было важно, а как эти 32 и почему беспрепятственно проникли. 32 было или 42. Ну, она уже не важна. Причина одна и та же. А в библиотеке нет под полом там то, что там не было? Я в это не верю. Да и не это главное. Скажите по существу чисто свое личное мнение о том, кто мог вообще финансировать такую всю. Это я не знаю. Ясно. Это надо быть этим, как его, Шепелем, зам генерального прокурора. Это у нас, он такой умный, что он там, они сразу сделали выводы, что это Абудзейт был какой-то, там еще кто-то, целая группа. Где они взяли эти данные, я не знаю. Но лучше бы они занялись конкретно. Почему я не доверяю Шепелю? Вот я считаю, зам генерального прокурора Шепель и Колесников, которые курировали это следствие, это полуграмотные или малограмотные люди, которые вовсе не были заинтересованы в том, чтобы установить правду. Но любое преступление, когда мы говорим о преступлении, мы волей и неволей должны сказать, а почему это произошло, да? А кто в этом виноват? Вот когда в процессе я вступил в процесс, я не хотел вступать в этот процесс. Я вот женщины Беслана здесь, я им отказал. Я считал, что такое преступление, такое из ряда вон выходящее преступление, что там зачем потерпевшим нужен адвокат. Я считал, он совершенно не нужен. Думаю, Господи, разберутся. Уж интересы потерпевших там защищать не надо. Ну, потом пришлось мне вступить в процесс. И когда я начал, там дело выглядело так, что вот предъявили Кулаеву обвинение, и все на этом. Его обвинили в терроризме, в захвате заложников, в убийстве, в незаконном Все на него повесили. приобретении оружия там. И все. Вот предъявили обвинение Кулаеву, хотели за этого осудить.
И когда я начал ставить вопрос о том, вот то, о чем я говорил, о причинах, как они а кто делал, а что не сделали, все мои вопросы Шепель просил суд снять. И они снимались. Я был поражен, говорю, как можно все эти вопросы оставлять без внимания. Шепель. И вопросы все эти снимались. Там уже дошло до такой несолидной перепалки, когда я уже вступил из председательствующим и возмутился Шепелем. Вот почему я говорю, это малограмотные люди. Вот представьте себе процесс по делу Кулаева, это же в истории России один из немногих таких процессов по такому делу, да? И заместитель генерального прокурора, генерал-полковник, просит назначить Кулаеву наказание в виде смертной казни. Хотя в России мораторий на смертную казнь, она не применяется. Я и в своем выступлении сказал ему, слушайте, что за дела, если заместитель генерального прокурора просит применить меру наказания, которая не может быть применена. И Верховный суд России вынес частное определение в адрес Шепеля и указал ему, что Шепель, господин прокурор, ориентировал суд на вынесение заведомо незаконного приговора. Это ли не позор всей прокуратуре? Вот они руководили следствием.